Вымотала полностью. Что, пробуем? Вот так, раз, смотри. О, раз, подсек и пошел. Опа! Ух, вот это кабан, блядь. Вот, налимчик сработал, Янцикадан. Это кабан. Всем доброго утра! Сегодня у нас 30 марта 23 год. 5 часов утра, ну уже где-то, наверное, 5-10. Проснулись сегодня чуть пораньше. Солнышко только-только выглянуло из-за горизонта. На печке греется завтрак. Прекрасное, доброе утро. Тишина, только дятлы вот долбят слышно. И пролетел ворон. Погода, природа, все просто изумительное. С завтрашнего дня будет потепление, не знаю. Может быть, будет дождь. Но уже заморозков, по крайней мере, на следующей неделе не ожидается. Вероятно, это один из последних утренников. И такая, как вам сказать, приятное ощущение, то что все, зима уже уходит. И приходит весна. Как я вижу уже по себе, лицо уже начало принимать весенний загар, как это бывает зачастую у рыбаков-подледников. Ну что, начинается новый день. Сегодня будут, надеюсь, новые поклевки, новые места. Постараемся сделать все, что запланировали вчера с вечера. На печке греется завтрак. Ну и пойдем. А то уже прохладненько стало. Ну что, короткий завтрак у нас. Завтракаем, в принципе, тем же, чем и ужинали, потому что вчера два мужика не осилили 2 утки даже. Одну утку, правда, съели, одна уточка у нас осталась. Ну, и так как кастрюля у нас одна, котелок, вернее 2, но картошку мы тоже не осилили. В общем, зачем портить продукты? Решили сначала уничтожить то, что не доели, а потом уже будем готовить что-нибудь другое. Да, Серег? Ну, Там уже к вечеру сообразим. да, что собрать, там уже все. Там все готово. У нас Ну так-то да. наготовили на 3 дня. Это не зря берем все с запасом, потому что оп, и решили остаться на дольше. Так что продукты надо растянуть на
возможно 5 дней. Возможно 5 дней мы здесь будем. Сегодня начинается у нас 3-й день. Как вы видели с утра, погода просто изумительная. Сегодня тем более выспались уже. Это просто в день заезда, потому что перед выездом дома толком не спишь. Там чуть час получается, 2 от силы. Это разве сон? Это не сон. Естественно, за целый день заезда еще больше устаешь и не высыпаешься, как правило. А тут вроде и поспали часов 5, да, получается? 5,5 где-то. Ну, в 11, вчера 10 не получилось лечь. Также легли в 11 часов 12. Сегодня 4:30 уже проснулись. Не то чтобы по будильнику, а просто проснулись, потому что светло, потому что солнышко встает. В 5 часов мы уже начали готовить завтрак, который плавно перешел с ужина. И вот и все. Сейчас позавтракаем. И очень скоро уже мы будем на реке. Но сегодня постараемся сделать все быстрее, чтобы переехать на новое озеро. Так что всем доброго утра. Вот мы и на озере. И как вы сами видели, все флажки молчат. Сработала только крайняя, последняя жерлица, вон окушок, которая вчера подарила нам 2 щучек. Вымотка вымотала полностью. И сейчас мы будем смотреть. Что-то там было по-любому, а осталось ли нет. Сейчас мы увидим, выдолбим, короче, все это хозяйство. Остальные молчат. Так что можно с чистой совестью, да, сматываться и ехать на другое озеро. Это даже, можно сказать, хорошо, что молчат, блин, хоть не будем так опять здесь полдня потеряем. отвлекаться, да. Ну что, приступаем к проверке. И далее, да, приготовился снимать, что да как. Нет уж, Сереженька. Приступай к проверке. Включай на запись, я тебе сниму. Да это потом на вашем канале-то смотрят. Нет, ты сам это, давай. Тебе на телефоне пусть останется. Включу. Сейчас будем. Край лески был во льду. Еще из-за этого казалось, что... Видишь, сейчас идет, да? Да. Идет, да не идет. Ушел? Ушла. Шла, ну вот. Покусала? Кусала. Получается, за хребет его убрала. И бросила, а сейчас не И шла, бросила. Сейчас нет, сразу вообще не пошло. Она, видимо, за хребет взяла. да? И выплюнула. На крючок, потому что точно не садилась она. Ну. И выплюнула. Потащила до конца и выплюнула. Да. Вот она вот его вот так вот хапанула. Получается. Ну все, сматываемся. Да. Ну не повезло на этот раз, не повезло. Еще поймаем. Вон у нас еще сколько тут, наверное, штук 15 точно жерлиц здесь. Снимаемся. Если что-то будет дергать, покажем. Нет, просто снимем и переезжаем на другое озеро. Все готово, жерлица собрана. Переезжаем на другое озеро. Готов? Конечно. Да, готов. Спасибо, озеро, за подаренных вчера щучек. Всех мы не выловили, как мы видели. Одна щучка еще как минимум здесь есть. Несколько окушков плавают, хитрых, хитрющих. Мы даже не стали сегодня их пробовать, чтобы время не терять. Потому что до озера далеко, добраться нелегко. И не теряя ни минуты, берем живцов, которые в тюрьме, и валим на озеро. Вот сейчас будет волшебство. Махну рукой,
и мы с одного озера перелетим на другое. Ух, хоп! И мы уже здесь. Здравствуй, озеро. Здравствуй, родимое. Ни следов, ни лунок. Я не знаю, приходили ли сюда рыбачить зимой, но видим, что по весне еще ни буранки, ни лунок, ни лыжни, ничего не было. Так что в этом году мы здесь первые. Будем снимать сливки с этого озера. Здравствуй, озеро. И не подведи. Угощай рыбкой, золотой щукой, черными окунями. Все здесь есть. Белой рыбы здесь нет. Есть здесь щука, есть здесь окунь. Необычайной красоты. И сейчас мы будем стараться это все поймать. Погнали. Первым делом сразу же выставляем жерлицы. И потом уже будем пробовать рыбачить. Потому что если мы начнем рыбачить, начнем клевать, живцы у нас есть, и надо их спасать. Начинаем установку жерлиц. Естественно, при первой же сработке сделаем включение. Сами посмотрим и вам покажем. Погнали. Ну что, пошла установочка. Серега, большое дело, начиная с большого перекура, да? Так, кури. В общем, ставлю метров через 25, ну 30 шагов. Раз. Лед есть, но он сырой как каша, так что не знаю, сколько мы здесь порыбачим. Если потеплеет, то он растает очень быстро, я так думаю, если без заморозков. Ну, как-то вот так. В общем, как установим, начнем рыбалку. Естественно, если будут срабатывать, будем проверять. Так, а вот у нас следы. Я так думаю, следы росомахи. Но не волчьи. Вот он, кривоногая. Пошла в лесочек. Не сегодня. Где-то 2-3 дня назад. А мы пока все бурим и бурим. Сколько луночек уже? Луночек 6-7 пробурил уже. Ну вот, немножко и поработали. Огромные, хочу выразить огромную благодарность производителям данного аппарата. Электробур Урал. Это просто машина. В общем, бурил. Лунок 50, наверное. Выдохся, весь в мыле. Все. Пойду помогать Сереге устанавливать жерлицы. И будем пробовать на удочку, на блесенку. На сегодня этих лунок достаточно, я так думаю. Посмотрим, как будет ловиться. Если клевать не будет, будем дальше искать. А если будет ловиться, то и этого, как бы говорится, предостаточно, этих пробуренных лунок. Все, пойду помогу Сереге выставить жерлицы. Сколько у нас? 20 штук, 20, наверное, точно поставим, как минимум. А там видно будет, что они будут показывать. Будут сработки, не будут. На улице поднялся ветерок и чувствуется, что теплеет. Ярко светит солнце, и оно греет. Очень скоро, если будет потепление, вот так вот спокойно по льду уже не походишь, придется по колено бродить в снежной каше водяной. И как бы, ну ладно, не будем ничего загадывать, что будет, то будет, там видно будет. Так, не успел я дойти до Сереги, смотрю, Серега идет ко мне уже навстречу. И что мы видим? Мы видим, друзья, первый загар. Загорелому Сережке первый загар. Ну что, где багор у тебя? Багор дома, блин, я не думал, что здесь щуки.
Тут щуки что надо. Так что давай, примерно на том же месте. Ты где-то вот здесь вот поймал тогда. Да, тоже где-то в этом месте. Ну давай, пробуй. Пробуй, Серега, пробуй. Тащи золотую щуку. Здесь щуки красивые. Дергай, дергай, ты ж. С этой стороны удобнее. Спокойно. Тащит. Нихера. А? Как нет? Сорвало, блядь. Сорвалась? Сорвало. А ты что не подсек-то? Ты так спокойно тянул? Подсекал, она уже даже дернула у меня. Не, она блядь. дергалась, ты даже не подсек. Я вижу, трах и спокойно потянул, Так потянул. спокойно пока и шла, блядь. Не-не-не, на подсечку-то надо делать. Блядь. Ты просто не подсек ее, а она это за жабру, А, может быть, попалась где-то. Сразу не подсек. Сразу не подсек ты. Я смотрю, так я говорю, спокойно тащишь. Подсечки не было. А вес-то хороший был, да? Вес хороший был, блядь. Ну вот. Серега первую щуку проморгал. Ну, поклевка есть уже хорошо. Все поставил? Все 10? Да, все 10. Молодец. Сейчас дальше пойду. Ставлю остальные. Ладно, первый блинковым. Так, ну что, жерлицы поставлены. 20 штук. Пора и Чайковского попить. Серега говорит, давай чайку. Я говорю, давай хоть удочки закинем сначала. Вот пока Серега кидает удочку, я решил подергать блесенку. Оп, есть. Есть первый окунь. Черный. Черный. Вот такой вот негритосик. Так, теперь у нас же второе ведро есть, да? Второе ведро где-то было у нас. Вот оно, здесь. Надо его освободить. И мелких тоже на живцов, наверное. Будем собирать мелких на живцов. Потому что здесь, я не знаю почему, на крючке очень быстро окунь дохнет. Очень быстро. В день, если не лениться, надо пару раз менять. Я как-то здесь наловил где-то пол ведра окуней, наверное, спрятал под корытом. Утром прихожу, ни одного окуня. Вороны подкоп сделали, с-под корыта все сожрали. Начало есть, это уже радует. Значит, что туда половим, если на блесенку клюнул. Хотя как-то сюда приехали мы. Я так тоже блесенку закинул. Бас такой хороший окуняра. А Григорьевич был, Игорь. Витька, брат у меня. Кидаю, бац, второй. Все такие, о, круто. Я говорю, Енцикадан, ёшкин, что там начали завидовать, там круто, круто. И как обрезало, блядь. Две поклевки, два крупных окуня. И потом четвером изрешетили все озеро. Поймали что-то штук, наверное, 15-20 мелочи вот такой. И пару штук еще крупные. И в конец я еще щучку поймал на блесенку одну и все. Так, ну что, пока Серега накрывает стол. И еще одного негритенка он вытащил. И их уж стало двое. Два негритосика вот таких вот. Это чуть покрупнее, этот помельче. Это на живца уже крупный. Ну как крупный? Щука здесь бывает разная. Самый большой что-то 3 с копейками, наверное, ловил я. А так 2 с лишним вот. Ну, нормально, хорошие щуки есть здесь. Мелочи практически нету. Карандашей здесь нету щук. Самый маленький, наверное, грамм 700. Клюет что-то вяло. Вроде тройник хапает, но нет такого, чтобы удар бах. Раз, поднимаю, а он уже там. Это еще ни о чем не говорит. Просто мы не попали. Здесь вот раньше мы когда ловили, тут надо бурить и искать. Вот буквально 5 метров прошел, 5 штук можно вытащить. Потом тишина, еще 5 метров луночку сделать, еще 5. И когда лунок будет уже штук 50, можно ходить и ходить по кругу, блин.
Очень интересное озеро. И этого окуня здесь очень и очень много. Потому что я не знаю почему. Может из-за того, что из-за отдаленности от нашей деревни или что. Народ сюда практически не ходит. Вон, как мы видим, завтра уже, послезавтра апрель. Ни одной луночки здесь нет. С одной стороны это хорошо, с другой стороны, возможно, рыбе не хватает кислорода. То, что может быть она заморная, может быть, я не знаю. Это болотное озеро, темная вода. Не знаю, ручьи. Что-то выходит отсюда. Может быть, что-то какие-то подземные ключи бьют. Не знаю. Все, друзья, у нас чаепитие. Серега уже на стол накрыл. Так. Что-то, мне кажется, не хватает, да? А где рыбацкий? А за приезд? А где рыбацкий? Что, не в этом, что ли? Не в рюкзаке. В ведре. Значит, он в ведре, значит. В ведре. А ведро оставили, да? Ведро оставили, значит, без рыбацкого. Значит, без рыбацкого. Ну и ладно. Кстати, можно вот сейчас удочки тоже. У меня есть удочки. Поставлю это. Мальков пока не сдохли. Несколько штук, наверное. Их тенючек, наверное, надо. Ладно. Короткий перекус. И будем рыбачить. В общем, решил поставить вставные удочки на малька. Первую поставил, уже видел поклевку. Сейчас покажу, что за снасть. Но это то же самое, что я ставил на печоре. Просто вот два малечка и на мушке малек. И на ним и на простом крючке тоже малек. И видел поклевку. Так что будем пробовать ловить по-всякому. И на блесну, и на опарыша. И поставим вот 4 вставные удочки вниз. Для начала поставлю. А там видно будет. Правда, есть риск, что если ударить щука, будет обрыв. Но леска 0,28 тут. Если удачно получится, можно даже и щучку вытащить. По весу она выдержит, лишь бы не перерезала. Серега предоставляет доступ кислорода в озеро, да, чтобы рыба активной была. Вот. Немножко перекусили. Сделали ревизию мальков. Окуней сюда, мальков сюда. Более крупных выкинули, дохлых выкинули. Вообще не знаю, сколько они протянут, эти малечки. Так-то бы хорошая штука, мальки, но могут просто подохнуть. Посмотрим. Если будут жить в этой воде, то просто сюда будем перетаривать в озерную воду, да и все. Ну, посмотрим, что как будет, так будет. Опа, щука! Блядь. Щука, да. О, нимфу перекусила. Неплохая щука, блин. Второй сход сегодня. Так у меня-то перекусила. Короче, ну его нафиг эти... Она мне нимфу перекусила. А, прям на нимфу херанула? Нет, у меня на малявку она херанула. Нет, это фигня полная. Что, не будем ставить? Нет, не будем. Все как херачит, да? И да, конечно, она пообрывает мне все эти. Надо это... На блесну хотя бы. С поводком. Я только ставлю, она мне бац, блин, камеру включаю, вытаскиваю. Килограмма на 1,5, наверное. Не, а так все эти... Тем более на нимфу еще шандарахнула. Ладно бы крючок откусила, блин. Леска 0,28 просто перегрызла, да и все. Так что Щука тут... здесь есть. Тут хорошая щука. Щука-то хорошая. Я ее тут уже видел. Просто это...
А у тебя с поводком нету ничего? У меня этот балансир с поводком. Вот. Можно и блесну повесить. Вот вешай, что хочешь, но желательно, чтобы было с поводком. Где у меня это? Там, что ли, осталось, нет? Что? Тут этот балансир. Вон. Он хоть с поводком у меня, дай. Да. Сюда еще зацеплю это, малька для запаха. 2 мальков даже. У меня тоже балансир с поводком. Там можно и блесну повесить. Ну, щука была, мне шандарахнула. Сейчас на балансир повешу 2 малявки. Сейчас мы ее и вытащим потом. Там уже видно будет, если в пасти нимфу найдем, так. Вот так вот. Вот такой вот балансир у меня красивый получился. Можно не подкидывать, да? Можно не подкидывать. Но второй раз, наверное, не возьмет. Только вот одну удочку поставил, начал вторую устанавливать. И сразу же при установке я даже не успел, вот только воткнул. И сразу же последовал удар. Удар щуки. И был досадный сход. Так что надо вставлять. У меня есть удочки с поводками. Где-то надо найти 4 удочки у меня. Одинарным крючком и с поводками. Вот это ее надо поставить сейчас. Иначе я так всех своих этих лишусь. Но там веточки нужно, чтобы их не утащило. Смотри, да, сразу ударило, блин. Бахнула на малька, да, получается? О, сработка у нас. Так, ну я тебя не оставлю, тебя утащит, блин. У нас сработка. Блин, жалко это, не. Блин, ну, выходи. Так. Ой, пошли, сработочка у нас. Что, пойдем? Кто тащить будет, ты или я? Не, если я ее упущу, если это не прощу, никогда в жизни. Ладно, по очереди будем. Ты одну пропустил. Это моя попытка. Следующая попытка будет опять твоя. Так, ударила на том берегу. На крайнюю, да, жерлицу? На лим. На кого? На лим. На налимчика? Последнего, по-моему, на лим, да? Да, последнего налимчика поставили. Так что окушки, хорюски, ничего ему не надо. Надо налимчика. Сейчас посмотрим. Зрение хорошее у тебя, Серег? Ну, так. Там нет. Вроде нет, да, больше? У нас с десяток где-то с этой стороны. Нет, здесь больше, здесь где-то 12, а тут 13, тут 7, наверное. А за 3, 4, 5, 6, 6 даже. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7, там, значит, 13 на том берегу. Вот она, наша драгоценная сработочка. Здесь был насажен налимчик маленький. Вымотала полностью. Что, пробуем? Вот так, раз, смотри. О, раз, подсек и пошел. Опа! Ух, вот это кабан, блядь. Вот, налимчик сработал, Янцикадан. Это кабан. Вот. Вот она, вот она. Вот она, золотая щука Царского озера. Это кабанчик. Янцикадан. Душечка, по-любому душечка будет. Вот и первая, попала на налимчика. Так что
диванные критики, которые говорят, куда таких маленьких налимчиков не отпускаешь. А вот по этой Его еще причине... можно и еще раз Да-да-да, вот по этой причине не отпускаю, потому что на таких маленьких налимов мне как-то на 7 килограмм. Тут больше 2 даже, 2,5, наверное. Янцикадан. Вот начало есть уже. Вот начало есть, продолжение, надеюсь, будет. А у нее все красивое. Да, Так, Юль, читай. переливает. Открой личико. Вот, видишь? Попало в язык. Ага. Если бы не потек, он бы выплюнул, да и все. Ну-ка, можешь вытащить? На, аккуратнее, я держу пока. Тихо, тихо, тихо. О, хорошо подсел. Да, там это. А, не, все. Все. Видишь, чуть-чуть еле-еле держалась тоже. Мог и сойти, видишь? Вот Янцикадан. Есть первый. Первенец наш. А налимчика мы закинем еще один разик. Он еще и живой, кстати. Он его выплюнул, получается. Не успела, да, его Не-не-не. повредить сильно. Да, он живой. Он сразу понял подвох и выплюнул. А поводки-то какие у меня красивые, блин. Гнутые, перегнутые. Так что маленький налимчик, которого диванные критики предлагают мне отпускать, он сослужил уже свою службу. И еще послушай. Не устану повторяться, мелкий налим — это лучший живец. И катитесь-ка вы, диванные критики, все лесом. Мы рыбачим так, как умеем, как можем. Правильно, Серег? Ну вот, Янцикадан, начало есть. Ну что, друзья, вот это номер один. Номер один. Многие мне писали, что ты ловишь мелких жиганчиков, иди лучше на озеро, лови щук на жерлице. Вот, вот и, пожалуйста, щука на жерлице, первая. Но, надеюсь, не последняя. Янцикадан. Начало есть, и это радует. Ну а теперь за это дело можно и соточку, нет, не стопочку. И будем дальше выставляться. В общем, у нас один сход на жерлице, одна оборванная нимфа. Попытались на малька порыбачить окуня. По весу где-то вот такая же была. Так что будем ловить воровку с моей нимфой. И надеюсь, мы ее поймаем. Ну что, друзья, давайте накатим за такую красоточку. 2,5, не меньше, наверное. Что-то я, блин, погорячился. Килограмм, полтора, блин. Ну, двушка железная, мне кажется. 2,300 где-то. Конечно. Не знаю, весы есть, нет. Если весы есть, где-то вроде в ящике были, надо будет взвесить. Давайте за первенца нашего это дело. Чтобы не напугать удачу, чтобы удача не переводилась. Янцикадан за рыбалку. Вот за таких вот золотых красавиц мы сюда и едем, в такую даль. Будем. Только сейчас вот потеплело, будет плюс. И скоро, очень скоро мы будем просто по колено валиться вот в этой. Нас-то не будет, нас не будет держать. И будет что-то с чем-то. Ну, что-нибудь да придумаем. Причем уже очень скоро. Буквально завтра, наверное. Угу. В общем, устанавливаю вот такие вот удочки с поводками. Одинарный крючок, поводок. Нацепил на него 2 малявки. И не успел еще установить, а что-то был удар. Был удар. Или что это? Или зацеп? Или зацеп, или что? А, что-то зацепляет. Отбой. Ложная тревога. Я уже думал, что-то попалось.
Ну так похоже было типа удара, а это просто куда-то у меня зацепилось. Вон, ну ладно, если включили камеру, уже сейчас до конца покажу. В общем, дело в том, вот чуть-чуть от дна. Один окушок. О, на Блесна и на блесну малявку. блесну малявку, да? И хапнул, да? Первый? Первый. Первый окунь у Сереги он. Так, в общем, фишка. Значит, малявка нам послужит. Да лишь бы не сдохли, послужить-то она может и послужит. Блин, ну показалось, кто-то бы дернул. И для подстраховки, чтобы не утащила удочку, наша щука, сука, вот так вот, блин, чуть-чуть толстовато, построгать немножко. Хватит. А то сейчас переборщим. Вот как-то вот так. Теперь она уже эту удочку не утащит. Вон. Я так думаю, не утащит. И вот так. Просто воткнем. Вот так вот. Если будет поклевка, бац, туда. И эта ветка должна застопорить, в принципе. Не переломает же, наверное. Не переломает. Вот. Это типа перевертышей, но я вот сделал вот так вот. Нацеплял 2 малявки, осталась 1. Одну малявку украла, значит что-то было. Значит что-то было. Вероятнее всего это щука, а может быть крупный окунь. Может попасть что угодно. Малявок хватает. Вот таких удочек бы много перевертышей поставил. В идеале можно поставить 2 палки. На них вот эту палочку. И когда попадает, оно перевертывается. Но учитывая то, что надо рубить много палок, пойдет и так. Я так думаю, если снег сейчас подтает, она так и так покажет. Она все равно, если крупная щука... Но пока нет. Но лучше для подстраховки пусть будет палочка. Все. Ловись, рыба малая и велика. Вон еще 2. Было 4, я не знаю, куда-то 4-я делась удочка. А вот такие вот удочки вставные у меня не прокатило. Вот нимфу сразу перекусила. Потому что основной поводок 2,8 блеска. Нимфа на 0,16. Нет, это была поклевка все-таки. Что не говори, это была поклевка. И одного малявку она украла. 2-я здесь. И мне кажется, она все равно рано или поздно подойдет. Кто это был, окунь, щука, я не знаю, но я так думаю, она мне еще попадется. Сейчас для гарантии еще свежую малявку добавлю сюда. Пусть 2 будут дрыгаются, прыгаются. И сейчас поставлю еще 2 удочки. Вот. Как-то вот так. Вон Серега вытащил окушка чернявенького. Балансир гоняешь? Нет, на блесну. Блесну? Да. Понятно. Опа. Так, в общем, друзья, пошел по пробуренным лункам. Вон, 2-го негритоса уже вытащил. Черненького. Вроде нашел. Не знаю, долго ли это будет продолжаться. Если 3-го окуня сейчас вытащу, значит нашел. Потому что вон сколько лунок прошел, лунок десяток. Че, Серега, клюет? А?
Я двоих поймал! Если что, иди сюда! Ну я 2 штук поймал сейчас! Только бур бери с собой! Не знаю, может эти 2 и только клюнули. Из-за ветра не слышно, что Серега говорит. Поднялся сильный ветер. Но южный вроде бы. Сейчас дул северяк. Сейчас, по идее, он должен нагнать или дожди, или снег, или тепло. Что-нибудь да нагонит. К вечеру, наверное, по-любому утихнет это все. Ветер уже скоро. Вечер. Надеюсь, до вечера что-нибудь да мы еще половим. Все. Ну тут такое озеро, что вот попал, поймал 2-3, надо вот так вот буриться, и опять будет ловиться. Это озеро любит бурение. Уже зачетный экземпляр. Вот, вон, друзья, какой окунь. Чернявый, но он уже зачетный. Вот если бы такие все клевали. Смотри. Ну не знаю, попер не попер, но одного вытащил инцидент. Так можно сказать, попер, когда ты уже штук 40 вытащил на лед. А так одного вытащил, это еще не диагноз. Чем больше лунок, тем лучше. И не надо стоять на одной лунке, а бегать вот так по кругу. Сделал ты штук 10-15 лунок и ходи. Раз 10 приподнял блесну, бросил. Нет поклевки, иди на другую. Кружочек сделал, вернулся и опять. Стоять смысла вообще нету. Он будет даже рядом стоять, тупо смотреть. Ты кого хочешь, но блин. Вот я сейчас сколько кружочек сделал, вернулся опять. Вот взял второй. А так нету. Может быть, он и стоит здесь, хрен его знает. Так, ну вот что, вроде бы немножко расклевывается потихонечку. Там парочку, здесь парочку. На той луночке парочку. 6 штучек. Там 3. Десяток уже выдернули. День подходит к концу. Пробурил электробуром еще лунок 20, наверное, чтобы завтра его не возить. 26% заряда показывает, еще осталось. Ну, не знаю, насколько это правда. Пока бурить. Не стал до конца садить. Я так думаю, то, что я пробурил, на завтра вполне хватит, если что, соточка есть. Вот, и думаю, пройдусь. Где-то часик времени осталось. По луночкам буквально в 10 забросов. Здесь вот окушок. И на второй лунке тоже вот окушка вот выдернул сейчас. Ловлю на блесенку. Вот таких вот средненьких размеров. Вот такой вот окушочек. Бросок, небольшая пауза. Если есть окунь, в принципе, берет жадно. Ну, нормально берет. Тройничок аж заглатывает полностью пасть. Так что думаю, завтра, если что, лунки пробурены, окуньков мы половим, если будет ловиться. Вот, а сегодня что у нас осталось? Буквально сколько времени? Часиков сегодня. Переедем, наверное, в другую избу поближе, которая 17-15. Ну да, максимум еще 20 минут, ну полчаса максимум, и будем уже выдвигаться. Так что надо проверить еще жерлицы. Загаров больше не было. Поначалу обнадежило. Загар, второй загар, обрыв нимфы. Ну, а потом что-то все затихло.
Возможно, подохли живцы. Не знаю почему, но в этом озере на жерлицах живцы дохнут сразу, пару часов и все. Желательно 2 раза, а то и 3 раза менять живцов на живых. В идеале, конечно, это плотва. Привозил как-то 10 плотвичек, поймал 7 щук. Окуня берет хуже. Гальяна еще хорошо берет. Прошлый год вот я на гальяна озерного ловил здесь. Ну, в этом году у нас окуньки. Там оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вот такой вот. Он заглатывает капельку до желудка. Нормальные окушки, чуть ладошку. Нормально. Если будет клевать, это обалденное удовольствие. За все зимнее бесклевие хоть оторвемся немножко напоследок. Даже если в каждой лунке будет по одному окуню, и то хорошо. Ну, я брился через 20 шагов, получается. По идее, если завтра, если что, можно будет между ними еще делать луночку соточкой. Просто ищу в поисках, думаю, может, где стайка хорошая или что. Оп, вот второй. Второй, вот такой вот чернявенький. Интересная расцветка, конечно. Окунь некрасивый. Вон. Что черный, а щука что ли покоцала. Но щуки здесь, конечно, красота. Таких красивых щук я еще нигде не видел. Красные. Золотые даже, не то что красные, золотые щуки. Дай бог завтра что-нибудь да еще попадется. Перед уходом еще посмотрим. Поднимать, менять, конечно, уже ничего не буду. Это у нас уйдет час, где-то, наверное, полчаса. Надо еще до избы доехать, приготовиться. Приготовить ужин сегодня. Опять у нас поздний отбой будет. Но зато эта изба ближе к этому озеру. Я доволен, как кот. Кота жалко белого, так и не появился. Уже 2 недели, наверное. Видать, все, конец пришел ему. Если никто не прихватизировал, то или под машину попал бедолага, или собаки разорвали, потому что он собак не боялся. Привык с Джесси в обнимку друг с другом спали. Так и пропал бедолага. Ну, пожалуй, все. Вот еще 3 луночки сейчас проверю. И будем собираться уже. В общем, пока одно, другое, третье. Все ждали вечернего клёва. Пока собирались, пока проверили все-таки жерлицы, тишина. Из-за, не знаю, видно, не видно. В общем, давай посмотрим улов. Что у нас сегодня мы... Это, конечно же, вот эта щучка порадовала. Красавица. Вот эта щучка. Вот она. И вот такой вот окунь. Ну, просто примерно высыпь, покажи, да и все, всегда здесь не будем. Ну, примерно около 15-20 штук, наверное, да? Да, где-то так, штук 20. Средние окушки, немножко жерличных. Вот такой вот улов. Вот это вот, в принципе, тоже неплохой вот окушарик. Если были такие. Ну и эта щука красавица. Темно уже, плохо видно. В общем, сейчас надо еще осталась одна задача, это уж под фонариком. Чтобы не возить живцов туда-сюда обратно. И вот они уже начинают подыхать. В общем, выдолбим майну и отпустим их в тюрьму. Пусть еще поплавают.
Ну, садок типа. Вот. А то они завтра подохнут. А так они могут еще пригодиться. Вот. Ну и до встречи в избе. Как все сделаем, поедем в избу. Ну и там уже поужинаем. Сегодня сделали очень большое дело. Переехали на другое озеро. И как мы видим, в этом озере рыба есть. По большому счету, 2 щуки еще профукали. Профукали? Профукали. Профукали. Лошара. Все. До встречи в избе. О! Здравствуй, избушечка! Ой, кажется. Тук-тук! А это мы опять. Подушка упала. Ох, родная избушечка. Кажется, недавно с Ромкой здесь еще сидели, а времени прошло уже. О, мышки успели пописать, покакать. Ничего не течет, все нормально, все хорошо. Здесь сегодня мы будем жить, ночевать. Сейчас печку растопим, и все будет красиво. Основные правила: относись как к своему дому. Избушка — второй дом. Уважай хозяина, береги природу, соблюдай чистоту, сожги мусор, помой посуду, повесь матрац. Не оставляй избу без дров. Хорошего отдыха. Наш дом тайга, изба уютная квартира. Благодари избушку за ночлег. Как-то вот так. Миша, привет. Ну все, заносим, располагаемся. Будем скоро ужинать. О. Хорошо-то как. Присесть так вздохнуть, да, просто. Это просто замечательно. Без 29. Мы в это время уже обычно сидим, ужинаем. Уже доужинываем. Да, уже беседы вечерние, ля-ля-ля, тополя. А сегодня мы только садимся ужинать. В связи с переездом, в связи с добиранием, пока то все это хорошо еще с Ромкой успели вот тогда, когда приезжали в феврале, да, я уже не помню, в январе, приготовили дрова. Дрова хоть не надо делать, а так бы еще и сладкий какой получился. Сладкий. Так бы еще и дрова делать надо было. Ну, главное, все готово. Ужин сегодня приготовили: гречневая каша с тушенкой. Тушенка самодельная, с автоклава. Ну и давайте же, наконец-то, поднимем бокалы. Если осилим. О! Вроде ничего не делали. Ну как не делали? Сколько лунок сегодня? Лунок 50, если не больше, электробуром. Не считая, сколько вручную, блин. А Серега вообще умудряется кривым буром с тупыми ножами бурить лунки. Получается. Моща. Я говорю, положи бурь, больше не трогай. Так, где у нас рыбацкий-то? Ой, а где у нас это начатая маленькая бутылка? Нету? Нет, видно. Сиротская. Где-то же была целая, ты говорил это. Или это и была? Сиротская бутылочка. Целое еще. На, наливай. А то уйду. Серега, это лучше получается. Здесь, не знаю, мне кажется, даже как-то уютнее. Там все хорошо, там стол как-то маленький, да? Маленький, узенький какой-то. Тут вот шикарный, настоящий стол. Можно разложиться целой компанией, бригаде. Вот раз, два, три, четыре, пять, 6 человек можно спокойно сесть и кушать. Поморосим по ясу. Так, на завтра планы пока строить не будем, это чуть позже. Но в основном я уже знаю, что с утра проверим жерлицу, проверим клевок. У меня готовых лунок очень много.
сегодня как оборвало. Мальки, я, видишь, думал, поставлю ставные удочки, будет клевать окунь. Не тут-то было. Сразу на вторую уже удочку. Ударила. Видно, хоть нет. Так, это вам, друзья. Поднимайте бокалы. За новые места, за новую рыбалку. Это озеро вы уже видели по прошлогодним роликам. Мы его сверлили, щук ловили и с Иваном Григорьевичем, и с Серегой Сухты. Серега, привет. Скоро у Сереги день рождения, 3 апреля. Надо будет поздравить обязательно. Возможно, этот ролик выйдет 3 апреля. Если выйдет 3 апреля, то Серегу Сухты с днем рождения. С днем рождения также и супругу Сереги, Женьку. Они родились в один день. О, как экономно, да? Муж с женой в один день. День рождения. С днем рождения, Серега, да. Так что... А, ты тоже Да, его знаешь же, да? конечно, Да. охота и рыбалка Республики Коми. Так Конечно, что, знаю. Серега, привет. Рыбачим на том озере, где ты тоже рыбку ловил. Так что, всех с днем рождения. У кого сегодня день рождения. Здоровья, счастья, долгих лет жизни. Будем здоровы. Вкусно. А еще у Сереги на канале смотрел этот видео, помню. Учился петли ставить на рябчика. А ты? Так, Ты учился? ну, Серега показывал. Ага. Там все досконально у него, подробно, блин. Как что правильно делать. Верховые или низовые? Верховые. Еще низовые есть. Иногда низовые работают Мгм. лучше, чем верховые даже. Мгм. Особенно низовые работают тогда, когда вот обычно, ну, под кроной большого дерева делают. Ну, вот везде уже снег лежит, допустим, а под этой кроной, под елью большой или под кедрами или что такое, снега нет. И вот это песочек, где порхалище, это там всегда, во-первых, сухо, дождь не попадает. А тут везде снег, а там порхалище. И туда не только рябчик, туда и глухарь, и косачи все идут купаться, вот это перышки чистят. Там петелька. Неудобно, наверное. Давай поближе поставим. Серега сегодня под конец уже так устал, что смотрю, уже еле ноги передвигает. Он уже не жалеешь, что ли? Лучше, наверное, думаешь, что я работал, да? Нет? Нет, работа, она никуда не денется. Я вот Работа будет всегда, а такие моменты, они очень редко бывают. А я тебе говорю, вот прикинь, когда я один ходил, это приезжаешь в избу, надо растопить, надо приготовить ужин. На улице, если тепло, рыбу поймал, надо эту рыбу почистить, посолить. Было такое, что я ложился спать уже где-то в 11-12 часов, а в 4-5 уже надо вставать. Вроде да. Это удовольствие, но с другой стороны, это труд, огромный труд, нагрузка, но это опять же труд в радость. Нагрузка в радость, это от этого балдеешь. Вроде устаешь, а в то же время это приятная усталость. У нас же где-то свекла еще была. Что-то я... Да, она если оттаяла, там лед был. Она заледенела капитально. Зато не скисла. Да. Я ее поставил над печкой, может немного оттает. Вот такая свекла с чесночком. Ух, ма! Чеснок же у нас где-то был, да? Да, вот. Чеснок обязательно надо есть. Сегодня вроде бы буриться начал, разделись.
Ветерок подул, насквозь выдувает вот это плечи, все. Нога, спина, это все тепло, но вот плечи и грудь. рядом. Нож? Сейчас найдем. Он. Вот он. У меня уже вот он, в ящике. Ну, где-то тоже там висит. Ой, Это вот тоже острое. Острое? Салат, да. Подострее. Ну как, не сильно острое, но... Для чё? Сами делаете. Да, это мама любит этим заниматься. А с покупных или с грядок? С грядок? С грядок. Все свое, выращено Всё своими своё, руками, да. да? А, Молодцы. агроном. Агроном по профессии Нет, или по призванию? по призванию. Очень вкусно. Получил по WhatsApp видеокадры от Ивана Григорьевича. Партизан редкостный, место не указал, но улов можете посмотреть. Сейчас сделаю короткую вставочку. Иван Григорьевич тоже на месте не сидит. Ну, в общем, смотрите сами, что поймал Иван Григорьевич. Вот сегодняшний весь улов, блин. До обеда немножко поклевало, после обеда как подул северяк. Все, до обеда и сишки клевали вот хорошенькие. А потом ветер сменился и все, и клев кончился. Ну, пожарехи хорошие поймали. Вот так вот. Это не наши окушки. Но с другой стороны, у нас сегодня щука красавица. Да. Пусть одна, но было-то 3. Не, смотри, да, налимчик как сработал. По факту было 3. По факту было 3. Даже 4. Хариуза не зацепила утренняя. А, ну утренняя, да. Да. Ну там может быть щуренок. А тут-то хороший по весам чувствуется уже экземпляры. Ну там тоже эти зубы оставила. По слухам, да, вот ходят легенды про это озеро, что сюда не садится утка. Я говорю, почему не садится? Типа боится, что ее съест щука. Ну я так про себя думаю, ну откуда же утки знать, что там водится такая щука, да? Не знаю, они же как-то птицы тоже. А взять те же вот я сколько раз за чайками наблюдал, они с какой высоты рыбу видят. Ну рыбу-то ладно видят. А, думаешь, они щуку видят эту? Не В знаю. этой черной воде сомневаюсь. Бывает летит с такой высоты и, блин, прям камнем в воду падает. Ну, это понятно, это чайка Это видит. же у нее зрение Чайка какое видит должно быть. рыбу туда-сюда, но я поражаюсь над лягушками, вот на болоте коровлю уток, да, в шалаше, лягушек километра, они ква, 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 и такой он. И вот только стоит пролететь чайке, вот летит чайка, да, и над тем местом, где летит чайка, лягушки просто вот в одночасье так тюк, и тишина, и поныряли, и все, не видно лягушек. То есть лягушки видят эту чайку Ну, и моментально гасятся. Это какое зрение не у чайки, а у лягушки встречное. Потому что лягушка знает, если она не убежит, будет поймана. да. Он может, утка может тоже что-то чувствует как-то, блин, может видеть как-то. Ну, это легенда, конечно, легенда, потому что утка сюда все-таки садится, уток добывают. Правда, если честно, я ни одной утки на этом озере еще не добывал, но если быть еще честнее, я раза 3 или 4 по осени только поднимался туда, уток не было, действительно уток не было. С Ромкой поднимались как-то пару раз, один поднимался, уток действительно нет. Вот. А по поверьям, действительно, щуки, слухи ходят, вот, что не просто вот такие 2-3 килограмма, а как бревна. Вот. То кто-то говорят, за водой наклонился, котелок набрал, наступил бревно поплыло, мхом покрытая щука. То говорят, на резинке двое плывут, а вода летают, и парень просто овода нацепил, желтого овода, и на удочке поверхностно вот так идет, а отец там гребет на веслах и говорит, ух, такое бревно, говорит, поднялось и опустилось, говорит, как акула, блин, просто здоровенная щука. Вот ты представляешь, если такая щука хапнет
На 130-ку-то она не влезет. А долбить пешной, ты сам видел, сегодня мы в садок, когда пятишку пихали, лед, он хоть и двухслойный и местами и сырой, но он реально метр, около метра льда. Вот у меня шнек на электробуре до упора доходит, блин. Вот такой лед. Но будет тепло, это быстро все будет каша. Льда нету, структуры льда плотнее. Тут каша, вот верхний слой провалился, и ты просто утонул кашу, как в болото, блин. Очень опасно. Последние дни я уже на буксировщике боюсь на лед заезжать, как бы пешком хожу. Ну это именно на озерах тогда получается? Или И везде. Он на везде реке гниет. так же? Так же гниет. Я тоже как верхний проваливается, а нижний не знаешь в каком состоянии. Или лед нижний, или каша тоже. А Печора там еще и течение. И зацепиться некуда, и просто тупо, и не дай бог, конечно. Ладно, не будем о печальном. Всегда надо иметь пешню, а лучше всего голову на плечах и смотреть состояние льда. Серый лед, белый лед, это хорошо. Лед темный, лед черный, это очень плохо. Лед слабый, лед гнилой. Вот. И нечего туда лезть. Откроется вода, наловим рыбу. Я как-то оставил даже палок 10 осталось, я просто ушел. На лыжах даже проваливался. Верхний лой, а нижний мог не держать. И не пошел проверять уже, да? Поднимал я уже, да. Очень быстро тогда, в апреле где-то, в середине апреля уже просто наступило лето. 15-20 градусов жары и просто на глазах все растаяло. А потом в мае ударили холода. А рыбалка уже, рыбалка не было. Ладно, заболтались. Между первой и второй там вообще промежуток-то не Да. должен быть. Как Иван Григорьевич сказал, скажет, не вовремя выпитая вторая, зря загубленная первая, да? Иван-то скажет. И расскажет, и покажет. В общем, как-то вот так. Прошел еще один день. Завтра последний день марта. Послезавтра уже апреля. Завтра будем решать. Или будем выезжать домой, или останемся еще на один день, 1 апреля. Позволяет время. Все зависит от погоды. Если будет большой плюс и много рыбы поймаем, то будем выезжать завтра. Потому что я очень не люблю чистить рыбу. Тем более, когда ее много. А не чистить, она испортится. Все. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Она будет уже завтра. Ну а для вас, наверное, скорее всего, послезавтра, потому что ролики, скорее всего, пойдут через день. Чаще, чисто физически, я не буду успевать делать это все. До новых встреч. Всем пока.